Готовим костер для завтрака. Остров Большеляховский, Арктика. Пережидаем шторм. Мы вдвоем с Серафимом на катамаране дежурим. Остальные у нас на метеостанции, в тепле. И сегодня у нас будет супер завтрак с Серафимом. Это жареный свежепойманный морской омуль. Сейчас я его разделаю эвенкийским способом, который меня научил Валера. И пожарим. Генератор тарахтит всю ночь у нас. Мы там греемся. Поэтому фоновый звук будет не музычка. Значит, берем, надрезаем жабры. Так вот здесь. Это так вот раз. Потом вот эта перемычка, вот она сама оторвалась. Либо ее дорезаем. Здесь, я не помню, надо вот так. И вспарываем пузико с головы. Конечно, лучше это делать якутским ножом, но я его оставил дома. И вытягиваем вместе со всеми внутренностями. Вот так вот. На берегу это все не оставляем, потому что здесь ходят мишки. Любая пища, оставленная на песке, может их приманить сюда. И корки есть чуть-чуть, казалось. Готово. Руки мерзнут, конечно, в ледяной воде. Сейчас температура где-то 2 градуса. А вода, ну и вода такая же где-то. Серафим подсказал еще, что я не доделал немножко. Нужно еще вот так вот отрезать. По хребту вот так вот его жить, да? Может полностью отрезать. Нет, зачем вот так будем жарить? Я хочу вот так вот. Потом пожарить вот так. Вот так? И вот так? Да. А, так лучше будет жариться. Я тут учусь у ребят. У них опыта больше. Гораздо. Серафим вообще вырос на реке. Знает. Подсаливаем. Ну что ж. Перед жаркой. Ну сколько муки, кстати, надо оставить, наверное. И соли сюда в муку. Хорошенько перемешаем. Сковородка нагрелась. Сейчас лучку надо принести еще. О, аромат какой. Я думаю, все. Можно как минимум вот эти выкладывать половинки. И самый вкусный гарнир к рыбе — это вареная картошка. Дровишки. Где у нас дровишки? А вот, весь берег усыпан дровами. Бери, не хочу. Вот так вот раз. И все. Загребаем и разжигаем. Конечно, я не выпендриваюсь тут таежными методами. Пользуюсь с помощью газовой горелки. Теперь просто ожидание. Кайфую каждый день. Реально, какие бы условия не были, я понимаю, что когда еще в жизни предстоит ощутить такое, быть в таких местах, поэтому учусь осознанности здесь и сейчас, в сегодняшнем моменте. Реально просыпаюсь, наслаждаясь тем, где я, что я. И благодарю саму жизнь, Вселенную за такие возможности. Надо этому учиться. Это очень полезные навыки. Ценить сегодняшний момент. Никуда не торопиться, потому что, мне кажется, некоторые ребята уже начинают хотеть домой и торопят. Да не, быстрее, быстрее, быстрее. А я наслаждаюсь каждым. Еще нам дня 2 здесь, на метеостанции. Ну, послезавтра, по-моему, мы должны попробовать выйти. Поэтому надо впитать каждую минуту нахождения здесь, в этих местах.
готово. Ох, как обжарилось хорошо. Да. Даже чуть-чуть пережарил, но ничего, нормально. Лучок. Без лука было бы совсем не то. Этот мы еще, наверное, вот так вот обжарим. Вот внутри сыроват получился. Здесь все в порядке. И еще у меня есть пару хвостиков. Их можно тоже погрызть. Пожарю. Ну и финальный штрих. Я еще в этом всем масле обжарю вареную картошку. Почему бы нет? Что, погнали? Погнали, парни. А ты сварил, да, сначала картошку, потом ты пожарил? Да. Нифига себе. С лучком еще. Хочу еще поделиться одним моментом. Мы вот стоим у берега, причаленные. Но вот были моменты, когда челки у нас отрывались на волне. И вот ночью спишь, вот сегодня я спал, качаюсь, и чувствую, волна какая-то другая пошла, более мягкая. И ну, сквозь сон такой страх, что нас оторвало и несет в море. Вскакиваешь, бежишь, смотришь, фух, на берегу все в порядке. Дальше спать. Такой вот. А в море, когда оно сюда вот вставлю сейчас кадры, как в море, это вообще, когда вот большая волна, и спишь, оно все скрипит. Ты реально представляешь себя, как в старые древние времена ходили по морям мореплаватели на деревянных кораблях. Мне кажется, у них там тоже все скрипело жестко просто, как и у нас здесь.